С вами Александр, вы на канале Рыбалка Санька. Вот сегодня выехал на пару часов на речку Нюю. Хочу маленько попробовать покидать. Хочу проверить свои снасти, попрактиковаться с силиконовыми приманочками, с проводками. А что из этого будет, вы увидите дальше. Не переключайся, поехали. Ну что, дорогие мои, вот мы спустились к реке, идем на левый берег реки Нюя. Вот там еще хочу все обловить, до устья Урбая хочу обловить, покидать и посмотреть, что будет. Скажу сразу, тут дно каменистое, течение приличное. Так что будем кидать с делами примерно 8 грамм. 22 купил, 16-18 грамм. Посмотрим, что из этого будет и как все будет ловиться. Ну, скажу, у нас температура плюс 30, еще светит яркое солнце, так что вода мутная еще. Ну, посмотрим, что будет ловиться. И сегодня разговаривал с рыбаком опытным. Он сказал, ну как бы еще рановато, и он еще сам не выезжал на рыбалочку. Но я вот решил попробовать покидать. Может, что-нибудь и будет. Как говорится, с чем черт не шутит. Вот. Как говорится, попрошу и сейчас благословения у Байная. Дорогие друзья, вот это я с собой взял блесна, вертушки. А ты взял с собой маленько. Взял с собой вот такой вот, все там упаковал силиконовые приманочки. Посмотрим, мандулу взял с собой. Ну, посмотрим. Взял все атомы. Такие вот красивенькие. Ну, сейчас буду решать, что будем кидать. Я вот думаю, как сказать, для проверки кинуть воблерочек. Который я купил на Алиэкспрессе за там 300 рублей. Это вроде бы копия чего-то, рудры или там вот такого вот. Сейчас посмотрим. Играет он как раз хорошо. Посмотрим. Поехали. Вот, как говорится, учусь кидать всякие там воблеры, потому что такими давно не ловил. Вот решил попрактиковаться. Вот, как говорится, кто там видит мои там ошибочки, можете мне писать в комментарии, как проводить, как правильно. Буду очень рад. Ну, эта речка славится и окунями хорошими, и щуками, клинками добротными, которые я ловил в том году. Ну, это, правда, было в другом месте,
который я поеду чуть-чуть попозже, в июле. Вот и сегодня у нас открылась навигация по маломерным судам. Я всех поздравляю, кто с Якутии смотрит меня. Но я еще лодку свою не спускал. Мне там надо еще сменить прокладочку, поменять масло в редукторе и запустить. Ну, я думаю, на той неделе, может быть, уже и выйду на воду. Ну что, друзья, никаких поклевок не было. Может, я и не так веду. Забыл сказать, у меня сегодня комплект, это спиннинг серебряный ручей Twinx 902M с тестом 5.30 и 2.70 катушка высотаже Daiwa Mession 2,5 SS, шнур 0,16. Так что отдыхаем, кидаем. Может, что-нибудь и, говорится, и схватит. Все возможно. И хочу попробовать еще эту кинуть колебалочку Атом. Я там прикупил себе еще две. Надо посмотреть, как-нибудь себя вести. О, что, о, плескается. Все плескается. Ну, скажу еще раз, я нахожусь на реке Нюя, это и Северная Нюя, деревня. Они тут, где располагается мост, который идет на город Мирный, Айхал, Удачный и на Усть-Кут через, ну, зимний, когда у нас зима. А так дорога идет у нас Ильянск, Мирный, Айхал, Удачный. Ну и на Якутск она еще идет у нас. Это дорога. Ладно, вертушка не хочет. Попробуем колебалочку, что-нибудь другое. Посмотрим что-нибудь другое. Вот взял Blue Fox, 4 номер. Посмотрим, как себя покажет лисичка. У меня сегодня, как я
рассчитываю на 3 часа рыбалка. Так как я просто жену отвез в деревню, у нее там мероприятие. И вот, чтобы мне не кататься 100 раз в город и обратно, я с собой взял спиннинг и покидаю это все время. Чтобы провести время с пользой. Как говорится. На том берегу находится якутское село Чимча. Она вверх по течению. Дальше идет у нас устье Бурбая. Это тоже ну, давайте я все заберу, пойдем дальше. Вот и еще перехожу в горный ручей. Вон, так это бьет. Прям так красиво. И все идет в воду. А где ручьи, там что? Всегда бывает щучки и леночки. Там что прохладненько. Тут еще такая ямка. С собой, конечно, я взял эхолот, решил его проверить его. Ну, я думаю, из лодки смысла нету его проверять. Я рыбачить люблю с лодки, так как и с нее забросы идут. Можно встать на середине и все там обловить.
Да, сложное это дело птица и кидать. И силиконовой приманочкой. Кто вроде бы все делаю, как все делают. И как в эфире написано. А что-то не уходит у меня. Может, просто я что-то делаю не то. Если что, напишите мне вы в комментариях, дорогие друзья, что я делаю не так. А кто хочет подписаться, подписывайтесь и ставим пальчик вверх. Ладно, друзья, идем дальше. Ну, я прорыбачил 45 минут. Типа поклевок никаких нету. Вообще никаких. Ну, будем искать. Как говорится, да, друзья, волка ноги кормят. И уходит то, что спиннингиста тоже ноги кормят. Надо ходить, искать места, а не стоять на одном месте. Так что как-то так. Иду, гуляю, прогуливаюсь. Природа тут обалденная. Уже цветочки надо потом рвать жене, маме, привезти. Ну, а вода, скажу, падает. Не очень хорошо падает. На линии прибывает, а здесь упала. Уже вот где вода, а была вот вода вот тут вот. Вот тут вот она была вода. Или где-то вот тут была вода, по-моему, когда я приезжал как раз. А уже водостойка уже упала. Так что сейчас идем в обратную сторону, на правый берег, по течению. Там, как говорится, может что-нибудь и будет. Ну, я сегодня, как вам сказать, дорогие друзья, не рассчитываю там на какой не сильный трофей. Я просто выехал, как сказать, практиковаться, покидать резину. Ну что-то пока я ее еще пока не брал. Сейчас вот приду и буду туда одной резиной кидать. От релакса, от диаманда, и какие-то еще я брал себе. Да, релакс брал. Ну. Так что посмотрим, что будет. Вон еще плывут. Вот видите, дорогие мои, кусты, да, видите, все перетерты. Это их льды перетерли. Все перетерты. Ну что, дорогие мои, я хочу вам сказать, ну где-то уже прошел час, я иду сейчас
в обратную сторону, на другой берег. Ну, то есть на правую сторону от реки. Буду кидать по течению и посмотрим, что там будет. Скажу сразу, идти, конечно, неудобно. Каменный берег. Ну а что делать? Вот так и рыбаки и прорываются. Больше никак. Так что смотрим. Не переключаем. С вами Александр. Вы на канале Рыбалка Санька. Подписываемся. Пальчик кверху. И продолжаем смотреть. Что, дорогие мои, вот я сейчас буду переходить в маленькое устье, как бы на ручей. И там мы будем сейчас кидать, проверять, что ловится, что не ловится. Так что как-то вот так вот. Ну что, вот мы перешли. Маленький ручейчик. Сейчас будем тут кидать. Я тут в том году ловил тоже окуней. Ну, сюда взяли с друзьями отдыхать. И тут были окуня. Хорошие такие прям. Я уже из них сделал 5 минутку и сели все их. Мах. Так что посмотрим, что сейчас будет. Ну, давайте сейчас кинем опять поплерочек. И как раз вот по течению он будет идти. И посмотрим. Да, трава началась уже. Что надо сейчас ставить резину, как я вам обещал. Сейчас мы будем кидать резиной. Так, вот такая у меня вот пачка. Я взял сюда, просто накидал. Давайте попробуем. Такой. Это как мне вода, релакс. Не поставим сейчас чебурашку. Релакс делаю на чебурашку 22 грамма. О, плескается.
Даже на 22 грамма течение сносит. За камень. Шел час, а ничего это вообще даже поклевочек никаких нету. Мы будем искать, идем дальше. Как говорится, может кто-нибудь и клюет. Так что мы не отчаиваемся, а идем, ищем. Не переключайся. Вот иду и думаю, что сейчас мне одеть. Либо ларву, либо другую 3-дюймовую или 4-дюймовую приманку. Вот сам не знаю уже. Что лучше пойдет, что лучше, а что не пойдет. Ну, если мы будем пробовать все приманки, которые я взял. Все прям. Потому что я хочу. Я взял еще рачков. Их вот от релакса. Посмотрим, что будет. Мы прошли уже где-то, может, метров 100, 200. Ну, сейчас тут остановимся и покидаем снова. А вы, друзья, не переключайтесь. С вами Александр. Вы на канале Рыбалка Санька. Подписываемся. И пальчик кверху. Даже как она идет через камни, такое ощущение, что тычки есть, но это все обманчивое дело. Ой, как, видите, как течение держит.
Сейчас что-нибудь другое поставим. Ну, дорогие друзья, скажу сразу, мандлами я еще ни разу не ловил. Ни разу. Так. Видал, как ими рыбачат, но еще ни разу не пробовал, а даже и не могу сказать, как будет проводка идти. Это камни, блядь, зацепилось. О! Что поймал, дорогие мои? Давай. Кусок, блядь, говна. Ну, делал вот такую, это копия, по-моему, на релакс, по-моему, с G головкой на 12 грамм. Посмотрим. Дорогие друзья, ну вот я прорыбачил 2 часа, никаких поклевок, никаких тычков, опять все пусто, может рыба есть, но не в тех местах. А у нас уже 9 часов вечера, комары меня уже задоели, зажали, и придется уже собираться домой. Ну, итог рыбалки такой, что нужно уже лодку выпускать и ехать на ней и рыбачить нормально, а не ходить по камням, ломать себе ноги и приезжать домой без рыбы. А так, всем спасибо, кто меня смотрел. С вами был Александр. Подписываемся, пальчик кверху, если вам все понравилось. Всем удачи и добра. До новых встреч.